Афганистан. Шейх Ансори убит. Душанбе. Опечатаны книжные лавки. Снова маршировать. В Центральной Азии готовятся ко Дню независимости. 2 сентября после пятничной молитвы в мечети Гузаргох, провинции Герат, на западе Афганистана в результате теракта был убит известный исламский проповедник Мавлави Муджиб ур-Рахмон Ансори. Его проповеди были популярны не только в Афганистане, но и в соседних персоязычных странах, особенно в Таджикистане. По сообщениям СМИ, жертвами взрыва в мечети стали 5 человек. Среди погибших – брат проповедника. Сын исламского богослова ранен. Мавлави Муджиб Рахмон Ансори был известен своей непримиримой позицией в отношении необходимости исламского образа жизни и исламского правления в стране. По мнению экспертов, он являлся значимым фактором предотвращения в Афганистане междоусобной войны между пуштунами и таджиками. آقای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف. Муджибур Рахмон Ансари в своих проповедях также неоднократно критиковал и режим Таджикистана за его антиисламскую политику. Отметим, что за последние несколько месяцев в Афганистане при аналогичных обстоятельствах были убиты несколько влиятельных исламских ученых. Среди них шейх Рахимуллах Хакани, шейх Сардар Вали Сахиб, Маулави Амир Мухаммад Кабули, шейх Абу Ахмад Салафи и другие. Наблюдатели отмечают, что практика убийств ученых и проповедников, известных непримиримой исламской позицией, началась еще задолго до прихода к власти Талибан. Аналогичные явления происходили в Сирии в разгар сирийской революции. Тогда точечно были устранены все влиятельные революционные лидеры, призывавшие к установлению в стране ислама. Следует заметить, что влияние западных спецслужб в определенной мере сохранилось в Афганистане и используется сейчас для создания в стране хаоса посредством террористических актов с большим количеством жертв. چی امید با چی انگیزه‌ای رفتن مکتب درس بخونن لباسای سفیدشون کفنشون شدن دوباره پس به خانه خدا اومدن. کتابای مسئله کتابای حدیث. В Душанбе власти закрыли книжные лавки с религиозной литературой, расположенные рядом с центральной мечетью столицы. Один из владельцев такой книжной лавки сказал журналистам Азади, что власти 3 недели назад опечатали двери их магазинов и не позволяют им заниматься продажей религиозной литературы. Более 10 магазинов, торговавших религиозной литературой, опечатаны управлением религиозных объединений Комитета по делам религии. Азади со ссылкой на работника комитета сообщает, что в прошлом месяце на основании проверки деятельности этих лавок совместной комиссией из числа нескольких ведомств их двери были опечатаны. Сейчас идет изучение нескольких материалов и литературы, которые были изъяты в книжных лавках, но я думаю, что эти магазины снова будут открыты, сказал представитель комитета по делам религии. Отметим, что на протяжении более 10 лет в Таджикистане осуществляется жесткий контроль в отношении ввоза и издания религиозной литературы. Без одобрения Комитета по делам религии ни одна книга религиозного характера не может попасть на прилавки книжных магазинов. Один из жителей близлежащих районов по имени Абдухалим рассказал редакции Хабархо, что эти магазины были чуть ли не единственным местом, где можно было приобрести какую-либо религиозную литературу не только для жителей столицы, но и для жителей других регионов. В основном здесь можно было приобрести лишь литературу, утвержденную в Комитете по делам религии. Именно поэтому закрытие лавок вызвало удивление большинства местных жителей. С каждым днем таджикские власти создают все новые барьеры для верующих в изучение ислама. Мест для того, чтобы мусульмане могли обучать своих детей религии, не существует. Посещать мечети дети не могут. Запрещено. Каждый соблюдающий житель страны обучает своих детей тому, что знает сам. А теперь еще и книжные магазины закрыли. Что дальше? Будут ходить по домам и конфисковывать Коран, арабский алфавит и другую литературу, как в советские времена? Возмущается собеседник Хабархо из столицы по имени Азам.
С начала месяца в Ашхабаде проходят репетиции празднования Дня независимости, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана». По утрам с 6:30 до 8:30 работники государственных и бюджетных учреждений маршируют на стадионе Дагдан, а затем едут на работу. На предприятиях работников разбили на две группы, которые через день ходят на стадион. Также в маршировке принимают участие военные и студенты. Для режимов стран Центральной Азии масштабное празднование так называемого Дня независимости является обычной практикой. Так, например, и в Таджикистане уже более месяца под палящим солнцем студенты и школьники вынуждены участвовать в репетиции представления для открытия нового парка-комплекса «Истиклол». Площадь Истиклол располагается на 30 гектарах, 2,7 из которых являются местом проведения политических мероприятий. Строительство парка началось еще в 2020 году, для чего были снесены жилые дома улиц Саида Насира, Хабиба Ахрари, Ойгул и Фазлиддин Шахобов, в которых проживали более 300 семей. По словам расселенных жителей, компенсация жилья производилась ниже рыночной стоимости. Несогласных с такой оценочной стоимостью периодически вызывали на беседу с представителями силовых структур для принуждения к согласию. Таджикские власти изначально планировали открытие парка к сентябрю 2021 года, ко дню 30-летия Дня независимости, о чем неоднократно объявляли официальные представители власти. مجمع معماری رمز استقلالیت و آزادی در شهر دوشنبه بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان 30 گکتار بنیاد کرده می شود.